В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей среды. В студии ведущий Василий Радченко. Смотрите сегодня. Событие, которое все так долго ждали. Юбилейный 75-й парад Победы прошел на Красной площади в Москве. Горный район, между тем, готовится к 21-м играм Манчары. Событие должно стать не только большим праздником, но и долгожданным обновлением инфраструктуры. Белому медвежонку из зоопарка Артадайду дали имя. Выбрали из 1000 вариантов, предложенных пользователями соцсетей. Выплаты семьям с детьми обеспечит Пенсионный фонд России. Владимир Путин накануне подписал указ, в соответствии с которым семьи, в которых есть дети до 16 лет, получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Граждане, не получившие соцвыплат ранее, могут получить их до 1 октября 2020 года. Финансирование обеспечит правительство страны, а производить выплаты будет Пенсионный фонд России. Считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей. Сразу обращаю внимание, тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи. Собирать какие-то справки не надо. Коэффициент распространения инфекции в Якутии снизился до 0,87. Но для перехода к следующему этапу снятия ограничений необходимо снизить его как минимум до 0,8. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе ежедневного брифинга об эпидобстановке в регионе. Всего с начала пандемии в Якутии насчитывается 3891 случай заболевания. 74 за минувшие сутки. Из них в Якутске 59, 5 в Усть-Алданском, 3 в Хангаласском и в остальных районах единичные случаи. Тревогу вызывает количество больных в тяжелом состоянии. Их на сегодня 29 человек, из которых 12 на аппарате ИВЛ. К сожалению, большинство из них – это люди пожилого возраста. Вообще, в последнее время у нас выросло количество именно людей старшего поколения, которые заболели новой коронавирусной инфекцией. И во многих случаях это как раз связано с тем, что их заражают их внуки, которые вот и в деревне приезжают, и здесь, в городе Якутске, приезжают в гости к своим дедушкам, бабушкам. И в результате этого бессимптомные вот маленькие дети, у которых болезнь проходит вообще без каких-либо проявлений, становятся источником опасной болезни, которая вот заражает и подвергает смертельной опасности людей старшего поколения. Вот эта тенденция у нас, к сожалению, вот последние несколько недель очень четко видна по количеству людей старшего поколения, которые сегодня попадают в больницы и города Якутска, и в целом районов республики. Хочу также сказать, что в целом, если смотреть по географии, конечно, нас вызывает опасения, кроме сельских районов, также и город Мирный. Вот здесь большая работа проводится оперативным штабом. Ситуацию, в принципе, удалось взять под контроль. Вместе с тем, конечно же, мы бы хотели, чтобы из стороны властей района и, в первую очередь, со стороны городских властей города Мирного были приняты исчерпывающие меры для локализации очагов заражения и для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на пандемию в мире, около 10 лидеров стран посетили юбилейный парад Победы в Москве. Участие в нем на Красной площади сегодня принимали более 13 тысяч военнослужащих, 200 единиц современной исторической наземной техники и 75 летательных аппаратов. Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу. Он выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля. На мероприятии присутствовали главы Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. На брусчатке колонна газотурбинных танков Т-80 БВМ. В составе кубинского бриллианта на истребителях Су-30СМ и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. 6 самолетов-штурмовиков Су-25БМ, расцвечивая небо
в столице цветами государственного флага Российской Федерации. В столице Якутии сегодня торжественно открыли памятник якутскому снайперу. В мероприятии возложения цветов участие принял глава региона. Событие состоялось на территории мемориального комплекса «Солдат Туймады». Монумент был создан на средства компании «Мичел» к 75-летию Великой Победы. Демонстрации для участников Великой Отечественной войны прошли в Алдане. Режим самоизоляции не снят, но ограничения словам благодарности препятствием не стали. С юбилеем Великой Победы двух героев поздравили военнослужащие и бойцы юнармии. Митинги состоялись во дворах домов, где проживают ветераны. К чествованию присоединилась и Татьяна Вахнина. Нотами сердечной благодарности пронизана торжественная речь. Троекратное «Ура» вознеслось в честь участника Великой Отечественной войны Анатолия Баранова. В дату, означенную празднованием Дня Победы, героев-защитников поздравили ветераны военнослужащие и бойцы отряда юнармии. Во дворах домов, где проживают победители, в их честь прошли демонстрации. Наша эпидемия коронавируса внесла изменения во все наши планы. 9 мая мы смогли их почествовать. 24-го отменили парад общий военный. Мы решили с соблюдением всех требований безопасности провести индивидуальный парад для наших двух ветеранов. Анатолию Васильевичу 94 года. На фронт он был призван в 17 лет. После обучения распределился на Балтику. Фронтовое прошлое Анатолий Васильевич и сегодня помнит отчетливо. День Победы для героя остается главным праздником. Он давно ждал. Говорит, наконец-то до мая дожили. А теперь вот и до июня дожили. Игравшие во дворе дети сегодня на праздник не собирались. Митинг для них стал неожиданным. И ребятня присоединилась к поздравлениям соседа-героя. Молодцы, хорошо. Далее парад прошествовал на улицу 10 лет Якутии. Военнослужащие и подрастающие защитники Родины воздали честь участнику русско-японской войны Александру Кузьмичу Кашкареву и его супруге, ветерану тыла и труда Людмиле Яковлевне. Самое тяжелое время, если во время Великой Отечественной войны им говорили спасибо, если после, то сейчас мирное время, даже с учетом пандемии, мы просто обязаны сказать им спасибо. На фронт Александр Кузьмич ушел в 1945 году 17-летним юношей. После завершения Великой Отечественной войны их полк перебросили на восток. Принимая поздравления, семейная пара, как всегда, была растрогана до слез. Да, молодцы, спасибо вам за все. Не забывайте нас, ветеранов тыла, участников войны. Мы очень довольны, очень. Масштабному празднованию юбилея Великой Победы помешала сложная эпидемиологическая ситуация. В Алданском районе продолжается режим полной самоизоляции. Однако меры безопасности не явились преградой к тому, чтобы воздать честь героям-победителям. Ура! Ура! Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Как все мы знаем, одной из предложенных поправок в Конституцию страны, голосование за которое пройдет 1 июля, является защита страниц нашей истории. В этом году многие зарубежные государства, точнее их лидеры, высказались на тему изменения роли Советского Союза и России как его правопреемника во Второй мировой войне. Главный закон страны в случае принятия поправок станет гарантом защиты истории. И как не в день празднования Победы поговорить на эту тему? Обо всем и по порядку. Полина Долинская. Среди 9 статей Конституции Российской Федерации, в которые могут внести поправки, есть в том числе и статья, оберегающая то незыблемое, что действительно не может и не должно меняться – страницы нашей истории. Переписать историю станет невозможно. В первую очередь это касается событий Великой Отечественной войны. История каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед великим поколением победителей. В начале этого года мы стали свидетелями того, как главы других государств пытались переписать мировую историю, как предпринимались попытки обесценить подвиг советского народа в Великой Отечественной.
Статья 67. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. Россия сильна своим единым народом, готовым встать на защиту ее интересов, отстоять родную территорию. Народом, объединенным общей историей, духовно-нравственными ценностями, моральными устоями и традициями. Наша обязанность – сберечь правду о самой страшной войне, о великом подвиге народа. Сегодня мы, благодарные потомки, восхищаемся героизмом смелых, мужественных, преданных своей отчизне сынов, которые спасли нашу страну и весь мир от фашизма. Наша святая обязанность сохранять и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне 20 века. Я уверен, что долгие века мы будем помнить и чтить память наших солдат Победы. Вечная слава воинам-победителям, вечная слава народу-победителям. Ура! Для нас это память наших родителей, отца. Сами наши славные сыны погибли. И вот почтить память надо обязательно. Я хочу поблагодарить всех ветеранов войны за то, что они сделали нам хорошее будущее. Благодаря этому мы победили в страшной войне. И никто не имеет права отнять у нас эту победу. Защищая свой суверенитет, охраняя целостность своей территории, государство обеспечивает безопасность своего многонационального народа, живущего в нашем общем доме – России. К другим новостям. Разлив топлива в Аргахтахе Среднеколымского района полностью ликвидирован. Прошла откачка топлива из котлована ловушки в резервной емкости. Просачивания топлива в реку нет. В ликвидации были задействованы сотрудники Сахаэнерго, специалисты аварийно-спасательного формирования, администрация Наслега, МЧС и техника. Настоящая трагедия развернулась минувшей ночью в Якутске. По улице Автодорожная жители многоквартирного дома остались без крыши над головой. Как стало известно, сразу в 3 квартирах 3-го подъезда образовались огромные трещины. На место выехали спасатели, а также оперативная группа Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Что стало причиной образования трещин и с кого спросить за инцидент, разбиралась Сарглана Неустроева. Это началось около 4 часов утра. Сначала, по словам пострадавших, они услышали странный треск и шум, а после на головы жильцов буквально посыпался потолок. Мы посмотрели, оказалось, что идет жесткая трещина в ванне, на кухне. Все, приехали с управляющей компанией, приехали МЧС, посмотрели, сказали, что все нормально. В 10 утра, около 10 часов, мы проснулись, начали уже собираться, думали, поедем. И просто выбежали, в чем было, потому что все начало сыпаться. Просто со всех сторон. Вот и все. И теперь вот так стоим. Даже кто-то не успел ни документы забрать. Вообще все осталось там. Происходящее никак нельзя назвать случайным стечением обстоятельств. Как утверждают жильцы дома, состояние здания уже давно оставляет желать лучшего. При этом на жалобы жильцов управляющей компании и администрации никаких существенных действий предпринято не было. Когда-то года где-то 1,5-2 мы обращались, потому что начало по ногам дуть постоянно, холодно почему-то. Как бы сами начали под дом залазить, утеплять. Толку нету. Все писали. Я вот живу 22 года тут в этом доме, да, 7 лет, 6 лет я сюда переехал. Во-первых, никакого ремонта они никогда не делали. То, что мы там, когда маленькие были, по дому бегали, эти сваи как стояли разрушенные, они так до сих пор стоят, и вот к чему это все привело. О действиях или наоборот бездействии управляющей компании говорить не приходится. По словам директора организации, все необходимые ремонтные работы проводились, и все, что в полномочиях УК, они делали. Мы вызывали институт мирозлатоведения и другие инстанции. Здесь все признавалось нормальное, свайное поле нормальным. Но мы здесь никаких рычагов не имеем. Управа предоставит маневренный фонд, а мы единственное, что мы забьем здесь двери, поможем, в чем можем жителям. Самое обидное, что многие квартиры приобретены в ипотеку. И теперь людям буквально некуда и не в чем пойти. А деньги за воздух платить все равно придется. Я взяла ипотеку в прошлом году и проплатила, считаю, позапрошлом 2 года уже плачу. И там живет сын. И
И тут такая ситуация, я не знаю, как дальше быть. Мне еще платить лет 14, по 28 тысяч в месяц. Под аренду живем, и это хозяйка дома Ярского Сардана Алексеевна. У нее 3 детей, 1 сын инвалид. Дом у нее под ипотеку стоит. Ну и вот эту зиму прозимовали, и дом был очень холодный. Выскочили, в чем стоим. Даже в тапочках стоим, у нас ничего не осталось. Ни документов, ни одежды, ничего, ни средств существования осталось. Все осталось в доме, в дом не заходят. Да. Впрочем, на настоящий момент, со слов представителя администрации автодорожного округа, в предоставлении жилищ из маневренного фонда заинтересовались только 3 собственника. Тем не менее, стоит ли пострадавшим надеяться на какое-либо жилищное возмещение, неизвестно. Тем, кто не имеет возможности где-то жить, мы готовы предоставить маневренный жилой фонд. Те, кто, к сожалению, те, кто живут в 3-м подъезде, они сейчас даже не имеют возможности забрать свои вещи. Сегодня в 2 часа будет заседание КЧС. Там представители департамента жилищных отношений тоже предложат свои варианты. Сейчас жильцы дома по Автодорожной вынуждены стоять под дождем и просто наблюдать, как долгие годы их жизни в этом доме разрушаются. И все же надежда осталась. Как стало известно, на экстренном совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава города Сардана Аксентьева сообщила, что ситуация находится под контролем, а также поручила соответствующим структурам оказать жильцам всестороннюю помощь. Мы продолжим следить за дальнейшим ходом событий. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Горный район готовится к 21-й спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчары». Одним из ее весомых плюсов является то, что спартакиада поможет благоустроить Бердигистях. В рамках игр идет строительство универсального стрелкового комплекса с интернатом на 50 мест, многофункционального спортивного центра, будет реконструирован ипподром и стадион с трибунами на 1000 мест и мобильными трибунами на 3000 мест. Кроме того, идет благоустройство, асфальтирование дорог, строительство жилья по программе переселения из аварийного жилого фонда. Будет проведена и работа по газификации села Бердигистях. Белого медвежонка из зоопарка Артадайду назвали «Алмаз». Накануне были подведены итоги конкурса на выбор имени. Жюри в составе представителей опекуна, компании «Роснефть» и Министерства экологии Якутии выбрали для медвежонка имя. Напомним, что каждый желающий мог предложить свой вариант в официальных аккаунтах зоопарка Артадайду и компании «Роснефть» в социальных сетях. Всего поступило свыше 1000 вариантов. Из них в голосовании победило имя «Алмаз». На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.